Ленский мост – технологический и инженерный прорыв. Никто и никогда не возводил винтовой мост в арктических условиях. Конечно, суровый якутский климат добавляет сложностей. Короткий строительный сезон, ледоход и паводок. Но инженеры нашли ответы на вызовы природы. Ведется уникальная операция. Это впервые в России по уникальной технологии наплавного кофердама выполняется укрупнительная сборка и сварка металлоконструкций. Конструкция создана для того, чтобы осушить дно, и у строителей была возможность построить подземные части, подводные части нашего моста. Кофердам, он представляет собой конструкцию, готовую воспринимать ледоход. Почему он наводится летом? Потому что для того, чтобы он набрал силу воспринимать ледоход, в кофердам нужно заанкерить за дно реки сваями и выполнить бетонирование плиты усиления, которая способствует восприятию ледохода. Почти 18 метров и 1700 тонн металла. Вот и он, первый кофердам, над сборкой которого здесь трудится с конца апреля. Сейчас его готовность составляет больше 70%. Строители обещают закончить сборку уже в июле. Тогда же мы увидим, как кофердам будут спускать на воду. Металлоконструкция после сборки контролируемо будет спущена в русло реки, подхвачена флотом для строительства и речными судами, транспортирована на проектное положение. Своевременно затоплено, устроены сваи, устроена плита основания, и дальше будет возводиться фундамент нашего моста. Операция будет сложная, но мы совсем справимся. Технически готовы, оснащены. Сейчас на всех площадках в совокупности задействовано около 200 человек. Объем работ настолько большой, что строители трудятся в дневную и ночную смены. Неподалеку от берега для них возвели общежитие. Есть тут и столовая. Повара обеспечивают круглосуточное питание для специалистов, которые собрались здесь со всей России. Нравится, говорят спасибо, довольны, рады, что это. А кормим то, что нам меню составляет, в принципе, и овощи, разнообразие, что и курица, и мясо, потому что есть ребята мусульмане, маленечко, и на них ориентируемся, чтобы они у нас тоже не остались голодными. И отправляем обеды на берег, то есть люди там работают, мы отправляем туда в термосах, как в ночь, так и в день. Мост длиной почти 5 километров соединит не только левый и правый берега Лены, но и запад с востоком страны. Более того, в будущем мост поможет создать транспортный коридор Россия-Азиатско-Тихоокеанский регион. Проект международного масштаба Владимир Путин поручил закончить к 2028 году. Ржана Гармаева, Владимир Павлов, Табага.